3 гетманские головы. Война, которую не пережил ни великий литовский гетман, ни польский коронный, ни казацкий, а так само господар молдавский и султан Османской империи Осман II. Это война 1620-21 годов. Сегодня про ее вспомним. Итак, у 1620 году под Цицорой, это на территории сучасной Молдовы, была битва. С одного боку было коронное войско, польское войско, 9000 человек под керівництвом легендарного гетмана Станислава Жалкевского. Жалкевский на той момент, он имел уже 70 годов, это был такой дядька, сталый, вельми популярный в Речи Посполитой, это герой и Ливонской войны, это и как бы удельник похода в Москву, был переможца под Кушликами и так далее. То есть за им таки целый был шлейф славы. Но и этому войску сопоставляло войско Османской империи несколько разов больше. Под Цицорой битва тягнулась 3 тыдни, то есть страшенное супростояние. В конце концов, османы переломили ситуацию, и в этой битве загинул это самый легендарный гетман Жалкевский, 70 плюс ему уже тогда было. Слуги Османа II вирішили зробити подарунок своему правителю и отсекать головой этому самому гетману, то есть уже покойному. Эту голову отвозят в Стамбул и дарят султану. Коли супруга гетмана Жалкевского дознается про то, что его супругу отрубили голову, то и она связывается с султаном и просит, чтобы той вернул как бы остатки мужа, как нормально упокоить по христианской традиции. В отказ на это Осман выставляет громадную сумму, и на этом фоне король дозволяет вдове Жалкевской брать сребро фамильное, брать золото, переправлять, чеканить, бить на монеты, как выплатить вот этот громадный выкуп, который запотребовал османский султан. Ну, в конце концов, как бы скарб был взятый, гроши были собраны, и это все как бы передается туркам. Тело, в конце концов, было упокоено, такое местечко Жовка, оно зараз находится под Львовом, и так вот закончилась доля Станислава Жалкевского. Осман II, молодые правители, ему там было 17 годов, и он вирішив, что вот такая вот перемога славная, это первый крок до наступных грандиозных перемогов, которые его прославить у веков, як в свои часы прославил, например, там Сулеймана Великолепного. И на наступный год яны уже планують поход на Речь Посполитую. На наступный год плануется величезный поход. Армия султана рознится в личбах, а починаючи от 35 тысяч человек и до 100 до 120 тысяч человек. Ну, то есть, как бы десятки тысяч солдатов, плюс союзники, татары крымские, валашские солдаты, трансильванцы и так далее и тому подобное. Вся эта армада у 1621 году планует идти походом на Речь Посполитую. Пораза ж под Цицорой выкликала у Речи Посполитой страшенный шок, потому что разумели, что наступный год он будет вырашальный. И так само Сенат принимает решение поднять податки на войну, мобилизация была и формирование войска Речи Посполитой, коронного Великого княжества Литовского. И плюс еще вернулись до казаков запорожских с просьбой, чтобы ты так само приняли удел у этой войне. Король обещал повертание с давних привилеев и надание новых привилеев казакам, которые будут удельничать в этой войне. И вот таким чином армия Речи Посполитой, которая была 20 там пару тысяч литовского войска, польского войска, ну и плюс еще коля 30 тысяч запорожских казаков. Вот вся эта армада рушила у накірунку Днестра. Улетку 1621 года войски Речи Посполитой подходят до речки Днестр. Днестр это была межа помеж территориями подконтрольными Османской империи и помеж землями Речи Посполитой. Огульным войском командовал Ян Кароль Хаткевич, великий гетман литовский, легендарный военачальник, герой и так само и смутного часа герой, и войны со шведами в Ливонии, ну и так само он как бы кировал объединенным войском Речи Посполитой. И он принимает решение переправляться през Днестр и занимать территорию вокруг замка Хотин. Ну, как бы войски становились не заходили не в сам замок Хотин, а была дадена команда копать шансы, копать умацевание недалеко от этого самого замку. И таким чином громадные валы, бастионы целый месяц, весь жнивень 1621 года проходили земляные працы.
Тактика была такая. Трэба было узнесці валы, бастионы, абарончыя нейкія ўмацаванні, которые позволяли бы обороняться от турецкого наплыва. Одночасова можно было здійсняць дерзкие атаки праз розныя проходы. И вот вся эта праца цягнулася аж до конца жніўня, пакуль на горизонте не з'явіліся войскі Османской империи. И вот уже 1 вересня, видите, как дети в школу, так уже пачаліся стычки паміж двумя войсками. Ну а 2 вересня уже османы атаковали лагерь казаков. И вот некалькі дзён таких запеклых боев, яны в основном были на казацких шансах, на казацких позициях. Конечно, что войски и поляков, и литвинов помогали им отбиваться, а тым не менш вот как бы бои такие вот были запеклые, там стояли. А 6 вересня приходит информация, что это же самые запорожские казацки на своих човнах атаковали 20 турецких кораблев, спалили их, потопили, а те везли артиллерию туды до османского войска. Это был первый щелчок по носе осману другому, который показал, что не так все просто будет у этой самой военной авантюре. Ну а 7 вересня Осман II уже принимает решение: генеральная атака на лагерь, на позиции войска Великого княжества Литовского. И вот в этой сече запекло, где 1000 турок, 1000 османов пошли в атаку, тут уже пришлось обороняться уже непосредственно и Великого княжества Литовского воинам, и там полякам как бы рядом на фланге стояли, и так само как бы допомагали казаки. Ян Кароль Хаткевич, военачальник, которому было уже, знаете, глубоко 60+, и он сам особисто узначалил контратаку крылатых гусаров. Это крылатые гусары полетели на османские войски, была битва, ну и османы отступили. Подчас этой битвы там было османов загинуло больше за 500 человек. Ну, это, кажется, такая одна из таких первых перемогов, вот таких вот тактичных подчас вот этих боев. Подчас этого боя загинул легендарный полковник, которого любили в нашем войску. Звали его Миколай Богуслав Зинович. Он был полоцким каштеляном, то есть старшина Полоцкого горосполкома, мы бы зараз сказали. И он, знаете, ввел своих людей в атаку, был бой, и нейк так отрымался, что в виру боя, и он со своим конем влетел, врушил просто как бы в громады османов, и как бы они его там кололи, били, как бы люди как бы после его отбили назад, но але от отрыманных шматликих ранов, и он на великий жаль помер. Ну вот такие вот герои новые становились в пантеоне Великого княжества Литовского. А на наступный день, 8 вересня, отбывается такая знаковая подея. Казаки перевыбирают своего старшиню. Калі до этого моменту кетманом казацким был таки Яков Бородавка, его шматликие обвинувачения были, что и по харчеванию, как бы, чему не доставлены были, может быть, крадежи некие, еще как бы и по войску как бы, управление такое бестолковое. Короче кажучи, и он был отхилен от посады, после его и казнили, те же самые казаки, а выбирают нового гетмана Петра Канашевича Сагайдачного, который становится легендарной фигурой как раз вот на початку 17 столетия. Этот самый гетман Сагайдачный узначает казацкое войско, которое близкуче показывает себя в этой Хотимской битве. 14 вересня у османский лагерь приезжает таки легендарный военачальник для своих там солдатов, таки Каракаш Паша. Его как бы порушение ритуалу его вітает сам молодый султан Осман II. И гэты Каракаш Паша гордо и так с гонором заявляет, что он скине просто в Днестр, в аду, все это литовско-польско-казацкое войско. И вот на наступный день призначен был штурм. В атаку своих подначальных повел сам гэты Каракаш Паша. 15 вересня была как бы моцная битва, моцный штурм. Але праз гадзіну ўжо ён быў забіты, османы былі в шоку от этого и побегли назад в свой лагерь. Черговый провал. Вельми дерзко ведут себя казаки. Уже 18 вересня был таки вельми наглый напад ночный на лагерь османов. И настолько поспеховый, что ледь не был взят в полон великий визирь Османской империи. И он просто не сховался там в своем лагере, его просто тупо казаки не нашли. То есть, когда его нашли, вытянули, то великий визирь, то есть это премьер-министр, и он трапил был в полон. Нечто подобное отбылось и праз 3 дни, 21 вересня, знову такое дерзкое нападение на лагерь османов и знову вельми поспяховая.
Гэта, конечно, вельмі моцна падняла дух войскаў Рэчы Паспалітай, але адначасова і варта сказаць пра цяжкасці, таму што некалькі тыдняў гэтых актыўнейшых баёў яны прывялі да таго, што імкліва скарачаліся боепрыпасы, плюс перерваныя пастаўкі і правіянту пад прадавольства, таму што асманы праклалі мост праз Днестр і ўжо на тым баку перерывалі пастаўкі прадавольства Рэчы Паспалітай. І на гэтым фоне яшчэ і пачынаецца эпідэмія ліхарадкі. Дарэчы, на ліхарадку захварэў каралевіч Владзіслав, сын Зігмунта III Вазы, караля Рэчы Паспалітай, а таксама захварэў гетман Ян Караль Хаткевіч. Ну, калі Владзіслав Каралевич был еще мужчина молоды, там 20 пару годов, организм сильный, он выкарабкался, то вот Ян Караль Хаткевіч, которому было уже за 60 годов, ён захварэў цяжка. 23 верасня ён перадаюць камандаванне, ён уже вельмі цяжка себя пачувае, разумеюць, што уже смерць падыходзіць, ён перадаюць камандаванню вельмі яркому полковнику, который звали Станіслав Любамірскі. І вот Станіслав Любамірскі працягваюць уже далей камандаваць аб'яднаным войскам. А 24 верасня Ян Караль Хаткевіч, легендарны военачальнік Великого княства Літоўскага, ён там прямо ў вайсковым лагеры паміраюць. Туркі, калі дазналіся, што памёр военачальнік войскаў Рэчы Паспалітай, яны зноўку здзяйсняюць новае нападзенне, зноўку бесталкова, зноўку адкатваецца. Ну і такім чынам Любамірскі становіцца камандуючым аб'яднаных войскаў. Першае заданне, которое даець, што отойсти з агульнага знешняга перыметра і сфарміраваць абарону больш вузкого периметра, тому что уже и силы было менее, шмат было загинувших, шмат было пораненых, треба было уже меньше периметр держать, ну и, отповедно, османы так само почали рыхтоваться до генерального штурма. 28 вересня починается генеральный штурм позицию войскі Рэчы Паспалітай. Десятки тысяч солдатов, лепших солдатов Османской империи идут в атаку. 9 штурмов за один день. І гэта былі самыя вялікія страты Османскай імперіі за ўсе гэтыя тыдні вайны пад Хоцінам. Нічого не атрымалася, войскі Османскай імперіі адкаціліся назад, але і армія Рэчы Паспалітай была ушчэнт абескровленая. Маладому амбітному султану Осману II яго саветнікі пачынаюць раіць, што трэба пачынаць перамовы. Больш за 40 тысяч загінуўшых, это просто катастрафічная лічба, плюс параненыя, плюс таксама голод у лагере, тут таксама недостаток боеприпасаў, ну і не могуць взять каралевскія шансы. Але з іншого боку, у войсках Рэчы Паспалітай была такая легенда, што ў яе на гэты момант заставалася такая одна бочка с порохом, то есть там был таксама абсолютный финал. И вот на этом фоне починаются перамовы, починаются переговоры, бакі выходят на тое, что Рэч Паспалітай перестает претендовать на молдавское господарство, з іншого боку таксама османы и татары не маюць права нападать на землі Рэчы Паспалітай, а подданные Рэчы Паспалітай, ну маецца на ўвазе казакі, таксама не маюць права нападать на землі Османской империи. В принципе, на этом фоне заключили перемирие 2 кастрычніка 1621 года, и бакі пачалі разъезжаться. Так закончилась эта война, и причем эту войну признал кожны своей перамогай. В Рэчы Паспалітай славили и гетмана Хаткевича, и Петра Сагайдачного, а Османской империи таксама были гуляння наконт гэтай самой перамоги. Хоть все, конечно, разумели, что ніякай перамоги у османского султана не было. Султан у своих проигрышах обвинаваціў янычараў, вот эту вот элиту армии, хотел зрабіць реформы вайсковыя, але ён праз гэта выклікаў такое вялікае нецярпенне да сябе, было процівстаянне і бунт янычараў. І от 20 красавіка в Стамбуле быў переворот, і янычарамі ён быў забіты. Такім чынам, гэтая вайна забрала жыцці 3 гетманаў. Пад Цыцорай загінуў Станіслав Жалкеўскі, гетман коронны. У бітве пад Хоцінам 24 верасня памірае Ян Караль Хаткевіч ад хваробы. И Петр Сагайдачны, который атрымаў вельмі шмат ранаў вот в этой битве под Хоцінам, все-таки праз паўгады у Киеве 20 красавіка 1622 года таксама ад ран памірае. Ну и таксама быў забіты султан Осман II. Вот такая вот война, которая спыніла рух Османской империи, але таксама и забрала вайсковую элиту некалькіх дзяржаў. Сябры, подписывайтесь на наш канал. Гісторыя, турызм, архітэктура, факты, шмат цікавага.